Закончились антиковидные нерабочие дни. Как их в народе прозвали – ковикулы. На очередном оперштабе в Коми принято решение не продлевать локдаун. Заболеваемость коронавирусом в республике пока не снижается. Между тем, оперативный штаб снял ряд ограничений с работы бизнеса под обязательство строго соблюдать антикоронавирусные требования. С этого дня для посещения некоторых общественных мест нужны QR-коды о вакцинации, перенесенном коронавирусе или отрицательный результат ПЦР-теста. Это правило не касается детей до 18 лет. Ограничения остались для сферы дополнительного образования и игровых детских комнат. Зато открылись оздоровительные центры и школы работают в очном формате. Все подробности у Ольги Коняевой. Фитнес-центры и физкультурно-оздоровительные комплексы были закрыты все дни антиковидных каникул. Сейчас они работают, но с ограничениями. Посетителей пускают только по QR-кодам. Вот он у меня есть, сейчас мы проверим, как это работает. Здравствуйте. Телеканал Юрган. Измеряют температуру, просят показать QR-код, паспорт не требуют. Личность сверяют по имени и дате рождения со своей базой. У каждого клиента есть именная карта. Обычно у наших клиентов уже заведены в базе, и мы, в принципе, уже знаем их. То есть мы открываем карту, вы показываете ваш QR-код, и мы сверяем. Если это новый клиент, то мы даем согласие на обработку персональных данных. После этого мы будем знать ваши данные, когда проверим QR-код. Скажите, как вообще посетители реагируют? Все по-разному. Ну, вообще, есть у людей QR-коды? Ну, вот сейчас утром у большинства есть. Во время локдауна спортивная общественность республики обратилась к главе Коми с просьбой разрешить работу оздоровительной и фитнес-индустрии. Организации готовы соблюдать все меры безопасности и соблюдают. Предупреждают посетителей на новых правилах по телефону и на страничках в соцсетях. Систему проверки QR-кодов опробовали заранее. Достаточно приложения в телефонах, то есть мы за счет них и проверяем, и плюс, опять же, предоставляют документы. То есть те, кто хотят заниматься, они, конечно, с пониманием к этому отнеслись. Кто-то уже приготовил QR-коды эти в распечатанном виде, то есть где видно фамилия, имя, отчество там, человека, то есть, да, и показано, что он вакцинирован, либо переболел. Это намного лучше, чем стоять вообще закрытыми, а самое главное, что люди хотя бы имеют возможность заниматься. В спортивных школах тренерский состав привит. Любых посетителей, в том числе и родителей, пускают тоже по сертификату о прививке, перенесенной болезни или с отрицательным ПЦР-тестом. Эта мера, она как раз позволяет работать. Спорт невозможно остановить. Это же соревнования, это же сейчас самый сезон. И поэтому пусть они жесткие меры, но они должны быть. Эти же правила для всех масштабных событий, культурных и спортивных. На чемпионат России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги болельщики пришли подготовленные. Иначе пропустишь игру любимой команды. В этот раз «Строитель» успешно сыграл с «Мурманом». Театры, кинозалы, концертные организации, караоке, боулинг, гостиницы, хостелы, предприятия общепита. Для посетителей этих организаций действует QR-код-режим. Это мера вместо локдауна. Глава Коми встретился с предпринимателями и напомнил о уже введенных федеральных мерах поддержки для бизнеса, который за нерабочие дни, конечно, понес убытки. Решение оперативного штаба приняты в том числе и с учетом мнения делового сообщества региона. Большинством состава оперативного штаба проголосовали за то, что с 8 ноября мы продолжаем работать в обычном режиме. То есть мы на территории республики не продляем антиковидные каникулы. Это для работающих. Теперь, что очень важно, мы приняли решение открыть горячую линию. И суть ее – это прием от вас сигналов о нарушении санэпидрежима, принятого в соответствии с крайним указом, с тем, чтобы мы могли оперативно реагировать, будь то нарушение в общественном транспорте или где-то в других местах. Положительный итог – выросли за каникулы темпы вакцинации, но заболеваемость ковидом не снизилась, потому и ограничением быть. За прошедшие 7 дней 2700 новых случаев заражения, на 300 больше, чем за неделю ранее. Рекордный пик 2020 года мы побили, перешагнули 400 в сутки. Это очень высокие цифры для Коми, говорят эпидемиологи. В декабре 2020 года была вспышка в интернате, то есть для
дом-интернат для престарелых инвалидов, и у нас и в психоневрологическом интернате. То есть две вспышки, грубо говоря, наложились друг на друга, и было такое количество людей. Сегодня мы не регистрируем крупных групповых вспышек среди населения. В основном заболевания регистрируются в семейных очагах, когда оно передается от члена семьи другому члену, в том числе и маленьким детям. И эти дети бывают, что не только первого года, первых месяцев жизни. До улучшения эпидобстановки приостановлена работа детских игровых комнат и учреждений дополнительного образования. Исключение – детско-юношеский спорт и спортивные секции. Аптеки, продуктовые магазины – все жизненно важные и социально значимые объекты доступны в обычном режиме. Главное – наличие маски. Решением оперативного штаба QR-код для посещения МФЦ не нужен. Офисы работают по-прежнему по записи или в порядке электронной очереди. Сегодня в центрах «Мои документы» с самого утра наплыв посетителей, в том числе жители приходят распечатать QR-код. У меня вообще телефон кнопочный, я в интернете не вижу. Ну, прививка есть у меня, вот пришла получить. Дети мои распечатали меня в телефоне нормальной. И на русском, и на английском языке. Очень просто, очень быстро, все хорошо. Если на момент прививки не было учетной записи на госуслугах, это значит, что QR-код не появится в личном кабинете. В таком случае получить его можно только в медучреждении. Но это пока. С 12 ноября, как анонсировал министр здравоохранения Михаил Мурашко, получить сертификат о вакцинации станет проще. Предполагается, что человек, который даже не имеет учетной записи на портале госуслуг, он сможет прийти в МФЦ. Если у него была проведена вакцинация, то получить у нас QR-код. Но пока такой технической возможности нет, мы тоже ожидаем информацию. Учреждения образования вернулись к очному формату. Снято временное ограничение для кафе и ресторанов. Ранее им разрешалось работать только до 23 часов. В новой редакции указа под обещание строго соблюдать санитарные требования общепиту дали возможность работать без временных ограничений. Между тем, для дисциплины рейды продолжаются. В каникулы в Сыктывкаре проверили более 700 объектов. Выявили 8 правонарушений в работе организаций. Их деятельность приостановлена. В числе нарушителей – рестораны, детские игровые комнаты, сауны и кафе-бары. Ольга Коняева, Наталья Юрина, Алексей Паршуков, Павел Люлянмин, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган.